Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Владимирович, добро пожаловать. Очень рад вас видеть в Бишкеке. Спасибо. Очень рад в этот день космонавтики быть в своем родном городе Бишкеке. С праздником, кстати. Спасибо. С праздником. Уважаемый Сергей Владимирович, рад приветствовать вас. Для меня большая честь принимать вас в Бишкеке. Мне доставляет особую радость тот факт, что Кыргызстан является для вас близкой и родной страной. Вы родились и выросли здесь. Символично, что наша встреча проходит в Международный день космонавтики. Я искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам больших успехов. Я, конечно, не знаю, как сейчас, но в наше время каждый второй ребенок хотел стать космонавтом. Я думаю, и вы не были исключением. К счастью, ваша мечта сбылась. Я, конечно же, видел ваши поздравления с борта Международной космической станции в адрес кыргызстанцев по случаю Дня города Бишкек а также Дня независимости Кыргызской Республики. Они были настолько теплыми и искренними, что, я думаю, нашли отклик в сердце каждого кыргызстанца. Я очень рад, что у нас есть такой соотечественник, как вы. Весь Кыргызстан радуется вашим успехам и достижениям. Как глава государства я всегда готов всячески поддерживать и поощрять наших соотечественников. Поэтому вы можете на меня рассчитывать. Спасибо, господин президент. Мне очень приятно. Для меня большая честь именно в этот день, в День космонавтики, оказаться в Кыргызстане, в своем родном городе Бишкеке, потому что Кыргызстан, он занимает особое место в моем сердце, потому что здесь прошло мое детство, юность, я здесь получил образование, здесь, наверное, сформировался мой характер, это упорство, настойчивость и желание исследовать что-то, что повлияло на выбор моей карьеры. Ну, наверное, сама мечта полететь в космос здесь появилась, потому что когда оказываешься летом в горах Кыргызстана и смотришь на звездное небо и видишь вот это многообразие, и кажется, что они совсем близко, и хочется до них долететь. Поэтому, когда эта мечта в итоге осуществилась, и перед космическим полетом у меня стал вопрос, какие личные вещи можно взять на станцию, у нас ограничено 1 килограммом, конечно, у меня этот вопрос не стоял. Я захотел взять с собой частичку своей родины, поэтому я взял с собой флаги Кыргызстана и Бишкека, которые сопровождали меня всю экспедицию на борту, 195 суток они провели на станцию. К счастью, при поддержке мэрии Бишкека мне удалось записать поздравления жителям города и поздравления с Днем независимости Кыргызстана, что для меня было тоже большой честью. И то событие, которого я ждал и готовился, хотелось порадовать своих земляков. И в честь вот этого события эти флаги мне удалось вернуть на землю. И вот сегодня я хотел бы в торжественной обстановке вручить вам флаг Кыргызстана, который провел в космосе почти полгода. И это вот фото с борта, которое... Когда вы поздравляли нас? Флаг, который позволил мне видел сделать несколько раз, не один раз, несколько раз повторно. Все космонавты любят Иссык-Куль фотографировать, потому что он очень красиво выглядит. И все мои коллеги мне завидовали, потому что я именно жил в Кыргызстане, очень много бывал на Иссык-Куле, отдыхал. И вот я хотел бы поделиться с вами этим видом прекрасным. С космоса тоже снимали. Да, с космоса тоже видели. Флаг республики, здесь есть штамп Международной космической станции, американский штамп международный, американцев, российских. Все, что в космосе есть, мы штампуем. Здесь надпись, которая говорит, потому что этот флаг был доставлен космическим кораблем Союза МС-21 18 марта 2022 года. И до 29 сентября 2022 года сопровождал экспедицию, был нашим талисманом нашей экспедиции на станции. С радостью и с честью хочу вам благодарить. Спасибо большое. Конечно, я передам ребятам музейга. Обязательно музейга. Как положено, их поводом. У нас есть знаменитый писатель, вы знаете, международного масштаба, мирового масштаба, Чингиз Айтматов. Да, это его книги. И вот войлочные картинки. Это ручная работа. Ручная работа, оригинал. Из войлока сделано. Юрта, наша кыргызская юрта, горы.
специально для вас ребята подготовили. Вот оказывается, в следующем году они приглашают вас, всех космонавтов, да? Да. Давайте организуем, тогда пусть все приезжают к нам отдыхать на Иссык-Куле. Вот эти места как раз, где Юрий Гагарин отдыхал, тоже посмотрите. Это для вас тоже интересные места, очень хорошие. Большое спасибо. Мои коллеги После космоса, вы последний раз сколько там, почти 7 месяцев побывали, да, там в космосе? Да. Ну, как там после космоса, вот, когда спуститесь на Землю? Ну и радостно, и Какое тяжело. ощущение? Тяжело, да? Тяжело, да. Адаптироваться тяжело, да? Тяжело ходить первые дни, очень тяжело. Равновесие держать, может легко упасть. Тяжело бегать. Ну, вся нагрузка, которая вертикально, тяжело переносится. Ну, то есть на второй день после полета я уже в спортзале жим лежа делал. То есть это можно почти тот же вес, который до. А вот с штангой вертикально приседать, это уже месяца через 3 только получилось. Потому что позвоночник, конечно, отвык от действия гравитации. А вообще мышцы мы там тренируем, там, по 2,5 часа в день спортом занимаемся, беговая дорожка, силовой тренажер. Поэтому вот основные крупные мышцы, они хорошо прокачаны. А мелкие, которые за равновесие отвечают, за координацию, они уже не работают там. Поэтому можно легко упасть на земле. Ясно. Почему в следующем году говорите, а почему не в этом году? Ну, если будет Мы можем и на желание в этом этом году сезон, хороший сезон. Мы всегда готовы. Всегда готовы? Тогда в этом году организуйте. Давайте. Да? Что, еще есть время же, Еще до время июля есть, месяца. да. Июль-август это хороший месяц, Самый лучший. самый бархатный сезон. Июль-август. Программу отработаем. Да, Когда, что, да? конечно, конечно. Можно будет организовать встречи, опять-таки, со школьниками. Мы будем рады передать наш опыт, какие-то знания.